Готовимся. Это может занять 60 секунд. Здравствуйте, с вами Олег Жилнин, журналист и телеканал Округ ТВ. Я хочу вас обрадовать с тем, что теперь открылась сельхозярмарка крестьянского хозяйства М, и со мной Григорий М. Различие этой ярмарки от наших точек в городе Якутск тем, что теперь овощи и фрукты можно здесь купить разных сортов и на любой вкус. Ну, конечно, у каждого свой вкус. И вот сейчас, разговаривая с Григорием, Григорий, не подскажете, вы, как всегда, в своем репертуаре, как у нас говорят, у вас арбузы, дыни, да? Да, все свое. Сами выращиваем, утром собираем и на лавочку. Так что у нас всегда свежие продукты. А можно рассказать вот опять о ваших арбузах? Ну что, арбуз? У нас как бы арбуз созревается на корню, очень сладкое, вкусное, сорт Соренто. Да, и дыни, видите, тоже наш, который мы на полях выращиваем. Вот сегодня мне сказали, что вот кроме арбузов у вас есть кукуруза. А кукуруза одного сорта, вот у нас сзади нас стоит. Вон она. Вот это вот. Да, кукуруза у нас, честно говоря, это одного сорта вот это. Да. Ага. Бандёй. Бандёй. Да. А еще где второй сорт? Один Только сорт. один сорт пока, а потом позднее. Позднее будет, чуть попозже. А, еще будет, да? Да. Ага. И на сегодняшний день многие не верят, что и кукуруза, и вот такая капуста, я покажу, да, вот цветная. Это все выращивается здесь, в крестьянском хозяйстве М, да? Да, да. И главное, что интересно, вот, например, в Сочи, даже в Благовещенске, одна початка стоит вареная кукуруза, а в Сочи 200 рублей, а у нас килограмм стоит 250 рублей. Но там, наверное, народу больше нет, Да, там народу больше. поэтому и на початок уже пошли. А вот что можно рассказать о помидорах, да? Я смотрю, помидоры у вас все разные. Вот так посмотреть. Вот если дальше пройдем с вами, давайте вот так. Посмотрите. Слушай, я все сорта же не знаю. Нет, я имею в виду вот мелкие помидоры, да? Да, и крупные, да, у нас зелёные. сортированы все сорта. Вот смотрите, какие здесь вот кукуруза, да? Здесь есть, а это у нас лук и зелень, да? Да, зелень. Кабачки, наверное, всем якутские. Да. А мы сейчас подходим по пути Бычье сердце. Вот где эти помидоры? Бычье сердце, вон там дальше. Ну давайте посмотрим, что там дальше. А что, тыквы тоже отсюда? Да, тыква тоже отсюда. Вот пекинская капуста отсюда. Все, что здесь видно, это сами выращивают. Именно сами, непривозное, прямо на полях Григория М, да? Где наш этот Бычье сердце? Вон она, да? Вот бычье сердце. А покажите нам. Покажи давай. бычье сердце. Это вот я хотел бы, чтобы люди понимали, в чем Да. разница. Вот если возьмем, вот если я возьму сейчас, это какой у нас сорт? Это верберана. Вербенара, да? Вот, а он тоже большой. А Да. в чем разница между ними, да? Разница в том, что в бычье сердце мякоть больше. А в этом сорте она семена очень много. Много. Ну, И по вкусовому качеству она намного, она мясистая. мясистая. Да. И хотелось бы узнать, где его лучше всего или же кушать? Бычье сердце как бы салатное. Можно сделать салат. А до консервации вот у нас это Помельче, да? помельче. Это какой сорт? Верберана тоже. Это вербеляна, а этот. Вот, Ну, вот на консервацию вот это все, это чили. чили, да? Мгм. Ага. И мне сказали, что у вас еще, если дальше пойдем, что-то смотрю, там большие арбузы. Это ваши арбузы, что ли? Да, наши арбузы. Ну-ка туда пройдем. Я-то привык, что у нас маленькие арбузы. Или уже сезон пришел? Сезон. Сезон пришел, в смысле,
Есть большие, есть еще побольше. Еще больше. А сорт какой? Сорента. Это. Еще больше есть, да? Да, Есть больше, да. Это еще так средненький. Это, знаете, первую зависть, она небольшие. Ага. А вторая зависть уже побольше идет. Поэтому она раньше поспевает первой завязи. Поэтому она чуть мелковата, а так покрупнее. Она до 9, до 10 килограмм доходит у нас. И вот видите, уже у нас морковка почти готовая. А вот здесь это, можете опровергнуть, да? Все говорят, что вы селитру используете. Это правда? Да нет, селитра слишком дорогая стала для нас. Да, дорогая? Ее использовать очень сложно. Да, сложно использовать. Там легче натуральные. А вот почему вы тыкву выращиваете? Вроде бы это не наш продукт, так скажем, для якутского населения, для яко... Да нет, не скажу сейчас. Тыкву сейчас очень любят, потому что очень полезную витаминов, очень много здесь полезных витаминов, понимаете? А что из него готовить? Google Да, в помощь, да? Да, можно кашу приготовить, можно самсу приготовить. Ну, короче, очень много здесь можно готовить. Ну, это повар должен хороший быть. А вот по сортам капусты мне сказали, что у вас тоже... Картошки, я так понимаю, мы вот сейчас одну крупную, а это вот какие сорта картошки? Вот Это розар. Розар. Да. А вот это... Это как сорента. Да. А в чем разница вот между красной и белой картошкой? Ну, Особо нет. да, особого разницы нет, но люди как бы привыкают, кто красный любит, кто белый. То есть вы опровергаете тот слух, когда мне говорили, что красная картошка кормовая, белая для еды. Да, Это наоборот, может. наоборот, да? Да, но это все неправда. Неправда, да? Здесь может Или содержать. вкусовые качества одинаковые. Да, это содержание крахмала чуть больше. А чуть меньше здесь. И то есть это вытащил, а молодая картошка прямо с огорода. Да, с огорода. А если крупнее? А вот по капусте вы сказали, что, я так понимаю, бычки тоже разных, кабачки тоже разных сортов, да? Да, кабачки тоже разных сортов. Ну, кабачки сортов где-то около 150 наименований, я сегодня не запомнил. честно говоря. А я хотел бы вот про капусту бы рассказали, там я смотрю, вон дальше вот если пройдем, да, сразу три Нет, это у вида. нас разные сорта. Это ранние сорта. Просто я имею в виду, вот смотрите, вы нам рассказывали когда-то про капусту. Это вот какая капуста? Вот эту, которую раньше на полях выращивали, вот эту? Или Да, нет? да, это ранняя капуста, раньше на полях. Это самая ранняя капуста, которая. А в чем разница с этой капустой, если брать вот ее? Это цветная капуста. Да, это цветная капуста. Это Ну, она содор. для салатов, Да, а для это как? Для засолки, нет? Не, для засолки позже будет. Это тоже для салатов. Еще такая есть. Да, это пекинская капуста. Здесь уже люди очень хорошо берут. Пекинская Ага, капуста. какая? Пекинская, То есть она зеленая. да, зеленая. Так. И что бы вы посоветовали нашим зрителям, когда приезжать к Да, вам? любое время. Ага. С 10 до 8 вечера. Потому что я до 8 вечера торгую. Но у нас все с утра мы собираем, чтобы все продукты были свежие. А вот я про кабачки, они тоже, вот это у нас что? Рано. Баклажаны. И это они только такие, да? А нет, почему разные? Разные? Трех сортов, да, баклажаны. И они тоже все это из местного поля. Да, с местного поля. Здесь то, что есть, продавец, это все с местного поля. И выращено руками крестьян хозяйствуем, я правильно понимаю? Я смотрю, наиболее интересные сорта для, перца, например. Или здесь все можно выбрать по желанию? Да, по желанию можно. Здесь люди приходят, сами выбирают, что им по душе. Ну, я хочу еще такую вещь спросить. Давайте опять вернемся к арбузам, да? Вы мне рассказывали, в чем же разница между... Сейчас очень много в городе продают арбузы.
привозных. И в чем все-таки достоинство местных? Значит, наши арбузы, значит, получается так. Они дозревают на корню. Все микроэлементы набираются полностью. А то, что привозные, они недозрелые возят, потому что транспортировка очень, как бы сказать, тяжелая. Поэтому они недозрелые берут и привозят, а по дороге дозревают. Поэтому они сладости все полностью не набирают. И это правда, что вот эти арбузы Жириновский заказывал и вывозили в Москву? Да, да, лично у нас брал Жириновский. Сказал, как бы, да, где-то на юге, говорит, арбузы, говорит, напичканы, как бы, пестицидами, этими все нитратами, поэтому я говорю, у нас нитратов нет. И он лично взял и брал арбуз. Возили ему на самолете. И ему понравился. Но он тоже не верил, но несколько раз на анализ сдавал. И так что допустимую норму, она намного меньше, несколько раз. Наше содержание нитратов. Ну, жалко, что с нами его нет, но, наверное, кто-то другой теперь будет брать. Главное, ну, главное, что вы И люди, которые покупают наши арбузы местные, тоже наши больше берут. Ждут наши арбузы, чем привозные. Как привозные его есть невозможно, говорят. Ну, не все, конечно, но попадаются. А как выбрать вот у вас арбуз? Вот они вот так делают. Это что? Да, у нас все спелые. Наиболее. Подождите, я вот стучу. Ага. Какой должен быть звук? Ну, чуть глуховатый, не звонкий. Не звонкий. Да, не звонкий, глуховатый звук. Он глуховатый, Да, а глуховатый. этот звонкий, да? Ну, И чуть-чуть. это не звонкий. И смотрите, это вот чуть глуховатый. А здесь? Разница есть? Да, разница есть. Нет, разницы почти нет. Здесь нету, да? Ну, дорогие друзья, я заканчиваю небольшой репортаж. Приезжайте на Намский тракт, 13 километр, город Якутск. До встречи. Окей.